Значит, на мой взгляд, я голосовал за то, чтобы было открыто это представительство. Ну, я даже не помню, откровенно говоря, чтобы кто-то проголосовал против. Возможно, кто-то не голосовал, потому что там в силу того, что люди отсутствовали там и так далее. Но вот прошло уже почти 4 года. Я не помню, чтобы кто-то реально высказывался против, какие-то, чтобы выдвигались аргументы конкретные о том, что это не надо, или о том, что это сказать, какая-то незаконная, так сказать, форма представительства или незаконное решение, может быть, вынесено неправомерное Жегарку Кенешем. Вот. Я считаю, что этот вопрос был, так сказать, полноценно обсужден на палате, и палата, ну, еще раз говорю, я не помню, было ли это единогласное решение, но, по крайней мере, подавляющим количеством голосов было принято решение о том, чтобы открыть это представительство. Мое мнение, это, в общем, было правильно сделано. Никакой незаконной, так сказать, здесь, на мой взгляд, формы, так сказать, вот, выдвижения этого предложения не было. Ну, это подтверждается и последующими. Вот в 2013-2014 году уже и комитеты, так сказать, рассматривали этот вопрос, и ни один из комитетов, который рассматривал, не вынес решение о том, что это было незаконно, все было в рамках, так сказать, вот, закона, в рамках процедуры принимания решений парламентом. Ну, если вы считаете все нормально в рамках закона, почему тогда вот сидит скамейка подсудимых Кельдибеков? Ну, вопрос такой риторический, наверное. Я его видел, что он сидит и еще больше читал об этом. Но я выступаю здесь как свидетель. Еще раз хочу сказать, что я свидетельствую по поводу того, что решение принималось коллегиально, Кельдибеков не принимал никакого решения. Значит, все в здравом уме и в твердой памяти, будучи избранниками народа, депутатами Жегарку Кенеша, подняли свои руки и приняли это решение. Я лично, например, пользовался, так сказать, этими последствиями этого решения, находясь в командировках вот как раз в международных парламентских организациях. Мы ездили туда, нас встречали, там как бы все это было. Ну, кто должен готовить это все? То есть я считаю, что вешать, там, скажем, на плечи посольств или там консульств подобные вещи не совсем правильно. Ну, есть свой представитель, значит, были готовы, подготовились документы, встречи и так далее. Мы приезжали, нас встречали, водили туда, куда необходимо было, так сказать. Все было, в общем, мне кажется, вполне нормально, вполне, так сказать, в рамках понимания того, что это было необходимо сделано, ну, никак не во вред, по крайней мере. Вы лично почувствовали, что со стороны Кельдибекова было какое-то злоупотребление? Нет, ну, Кельдибеков, давайте начнем с того, что он все-таки такой же депутат, как и мы, как и я. Его занимаемая им должность, так сказать, тарага, она его никак не возвеличивает над нами и не дает ему права принимания каких-либо решений, там, противоправных тем более. Вы знаете, у нас парламент достаточно, так сказать, разношерстный в плане подхода ко многим вопросам, в том числе политическим, и в отношении вопросов там, коррупционных там, ну и так далее. То есть, если вы прекрасно это знаете, все читаете, что если что-то не так, там поднимается гвалт, люди высказывают свое мнение вполне открыто, невзирая на личности. Поэтому я не думаю, что Кельдибеков в той или иной степени мог на кого-то там повлиять, ну уж на меня, по крайней мере. И думаю, что
каждый депутат под этим может подписаться. Я не хотел бы этот вопрос задавать, но все равно гособвинители будут вам задавать этот вопрос. Поэтому я задам. Вот в тот момент Жогорку Денис имеет право открывать такой спецпредставительство в Москве, зарубежье? Имели вы? Ну, ведь вышел документ, который называется «Постановление Жогорку-Кенеша». Значит, сам факт наличия этого документа говорит о его законности, прежде всего. Потому что Жогорку-Кенеш – это по определению законодательный орган, который призван выпускать законы и постановления. Возможно, в тот период времени еще не были сформированы какие-то комитеты там, и так далее. Прошло 4 года, мне уже трудно вспоминать об этом, но хочу сказать, что в тот период времени было достаточно много выпущено постановлений, которые были таким же образом, так сказать, оформлены, просто постановление Жогорку-Кенеша. Ну, я не вижу, вот насколько я понимаюсь, понимаю в регламенте и разбираясь, так сказать, много лет читая каждый день Конституцию Кыргызской Республики, я до сих пор не могу найти там, ну, скажем, противоречия вот в том, что мы приняли или не приняли. Если мы приняли что-то незаконно, наверное, мы должны были бы все 120 человек здесь отвечать за этот, вот, по крайней мере, эту часть. Мне еще раз не хотелось этот вопрос задавать. Вот гособвинитель говорит, что вы имели право только общественных началах, если открываете. Ну, не думаю. Я еще раз хочу сказать, что вот уже потом, так сказать, были созданы там комиссии, по-моему, 2 было комиссии депутатских, которые рассматривались, в том числе и представителями, ну, как мы говорим, там, оппозиционной части парламента. И ну, я принимал участие в слушании, я не принимал участие в самих комиссиях. И нигде в результативной части, так сказать, этих комиссий не было такого, что там были нарушения какие-то там финансовые. Но если мы открываем что-то, а что значит на общественных началах? А кто будет? Дядя там будет работать бесплатно? Никто бесплатно работать не будет. Все это принималось, еще раз говорю, мы принимали и структуру штатную численность, расписание этого представительства, голосовали за это. Теперь говорить о том, что это там незаконно, ну, не знаю. Я как человек, который все-таки подписывается под теми законами, которые мы выпускаем, или если мне не нравится, я не голосую за него, но это тоже не значит, что эти законы не имеют никакой силы. Значит, ну, коль уж мы приняли это, значит, наверное, это имеет вполне законную силу. Вопрос о том, какие-то суммарные, так сказать, там, части там, вознаграждения за эту работу, ну, это не ко мне, я не могу. Я не вижу здесь, в общем, каких-то там сложностей или там каких-то серьезных нарушений. Тем более, что уже и в 2013 году, и в 2014 году комитеты рассматривали эти вопросы, в том числе и комитет по законности и правопорядку. Значит, и, ну, нигде не было ссылки на то, что это незаконно или это принято там, вопреки там, каким-то нормам законодательства, в том числе и не сказано, что да, это можно было бы сделать, но необходимо это было сделать на общественных началах. А финансирование, кто решал? Правительство, сам или президент, как? Ну, правительство не может решать наши вопросы, правительство решает свои вопросы. Финансирование решает Жогорку-Кенеш и решает, опять же, коллегиально. Если мы принимали коллегиально штатное расписание и структуру, ну, соответственно, там и финансовые вопросы. Я боюсь сейчас... Конкретный вопрос задам тогда. Вот когда вы открыли спецпредставительство, там люди работают, правильно? Конечно, конечно. В какой-то сумме
Вот если со стороны правительства сказали бы, что нет, не может найти такой деньги. Нет, ничего не... Думаю, что Такое было? такого возражения не было. Такого возражения нет, не было. Со стороны правительства не было никакого возражения. И думаю, что его и не должно было бы быть. Подчеркиваю, мы открытый орган. Так сказать, поэтому любой государственный орган там в лице правительства или там, не знаю, счетная палата там, и прочее, прочее, кто-то мог бы на это указать тогда, извините, вы, наверное, это делаете незаконно, там, и так, но ведь это ничего не было, все было, так сказать, в рамках согласия, так сказать, в связи с тем, что это все считали законным. Форма правления нашего государства поменялся. Если раньше было президентско-парламентское, стало парламентское. Правильно? Конституция, по крайней мере, так написано. И в Конституции прописано, что Джордж Кенеш является высшим государственным органом. Имеет ли право прокуратура обсуждать принятые постановления высшим государственным органом, большинство голосов 89, и вынести свое заключение, предъявлять обвинение? Как вы считаете? Нет, я считаю, что это неправильно, потому что на самом деле, вы правильно говорите, мы в 2010 году приняли Конституцию, и в Конституции написано, что парламент является высшим органом власти. Значит, естественно, законы и принимаемые решения Жагарку Кенеша, я думаю, что прокуратура не должна рассматривать. Если это не, наверное, там... Но это, еще раз говорю, тогда мы должны все 120 человек здесь находиться, если мы принимаем какие-то решения. Если тот или иной депутат это делает отдельно, где-то, как-то, это другой Игорь разговор. Константинович, сегодня мне предъявляется обвинение о том, что это злоупотребляя служебным положением, как Турага, я создал обманным путем, депутатов обманывая, создал данное представительство. Имел ли право депутат Турага Джордж Кенеша обманным путем создать вот такого органа? Можно было бы обмануть 120 депутатов, по крайней мере, за это постановление проголосовало 89 депутатов за. Есть такая возможность? Нет, нет, конечно нет. Конечно нет. Я уже подчеркнул, что вы, будучи Турага, вы ничем не отличаетесь от нас, обычных депутатов. То есть вы имеете тот же голос, один, единственный. Значит, вы являетесь модератором, по сути. Значит, и там в случае какой-то неожиданной, скажем так, ситуации в стране, возможно, вы имеете больше полномочий, принимая на себя там, часть власти. Там, но как депутат, конечно, вы не можете ни на кого воздействовать. Реально, вы же не раздаете там, квартиры или, извиняюсь, там, машины там, и так далее. Игорь Константинович, как вы считаете, вот постановление, принятое большинством, конституционным большинством? Конституционное большинство это 81 голосов. Правильно, да? Да. Конституционный закон проходит 80. 89 депутатов за проголосовало, это больше, чем конституционное большинство. Квалифицированное большинство. Квалифицированное. Принято постановление. Могут ли какая-то орган власти, в частности прокуратура, говорит, что это незаконно, возбуждать дело? Законность и незаконность могут только определить суд, правильно? Да. Да, Правильно, вы да? абсолютно правы. Вот да. за 80 депутат проголосовал, сегодня привлекает в качестве обвиняемого депутат Кельдебеков. Я думаю, что, во-первых, это не конституционный никакой закон, да, надо обыкновенное большинство, и постановление принято, значит, У меня есть не закон. Вот в Конституции не прописано о том, что глава государства могут создать какие-то органы, да? Но счел нужным глава государства создал антикоррупционную службу, АКС. В Конституции этого нет. Парламент поддержал
внес бюджет, утвердил его структуры и так далее. Как вы считаете, прокуратура имеет право возбуждать уголовное дело, что это противозаконно? Или злоупотребление? Конечно, нет. Конечно, нет, потому что, ну, во-первых, мы еще раз говорим, что есть постановления, которые вызваны определенной целесообразностью, они обсуждаются на самом Спасибо. Я высоком хотел уровне. узнать, что постановление Джумхур Кенеша такой же имеет юридические силы, как нормативный акт, как указ президента. У меня последний вопрос. Вот если вы помните, мы создавали, так как мы перешли на форму управления, парламентскую форму управления, что эффективно работало органы власти, мы ввели оплачиваемый, как уважаемый следователь говорит, прокурор, о том, что общественное начало. Мы ввели впервые двух полномочных представителей Джумхур Кенеша в правительстве. Помните, да? Да. Медеров Султан Октябрьевич был. Они Да, каждое да. заседание правительства участвовали. Потом непосредственно участвовали на совещании Джумхур Кенеша, оперативно выносили какие-то законопроекты. Как вы думаете, вот это тоже оплачиваемая должность, который был введен при моей бытности Турага, почему-то не возбуждает на такое уголовное дело, а выборочно возбуждает на какие-то вещи? Как вы считаете? Это насколько законно или политически? Ну, я не хочу тут говорить о политической, так сказать, составляющей всех этих вопросов, потому что, но я хочу сказать, что по-деловому, наверное, правильно было и то, что были представители Жегарку Кенеша в правительстве. Ведь представители правительства сидят в Жегарку Кенеше. Впервые мы ввели, если Да, помните. и мы ввели вот это только для того, чтобы можно было более оперативно решать вопросы. То есть связь правительства с Жегарку Кенешем, короткая, быстрая связь, это очень важно. Потому что иначе мы очень часто сидим в положении, когда мы не можем либо от правительства чего-то добиться, либо правительство не может оперативно от нас что-то получить. Последний у меня вопрос, Игорь Константинович. Вот вы в многих финансовых вопросах участвуете в работе парламента. Вот скажите, пожалуйста, если проверяешь органы, в частности бюджетных расходов проверяет счетная палата, полномочная, да? Да, конечно. Если выносит счетная палата, что ни одного тына финансового нарушения нету, органы другие тоже проверяют и выносят о том, что финансовых нарушений нету, нету присвоения, нету еще какие-то кражи и так далее, и так далее. Могут ли предъявить какие-то финансовые претензии? Если нету претензий, предъявить кому-либо, что он... Ну, логично надо было бы тогда предъявлять претензии для начала счетной палате и так далее. Почему они тогда так сделали, если они не... Ну, Если- они же для этого поставлены выявлять. Если они своим постановлением Сегодня написали, есть- значит нет Сегодня ничего. есть заключение, официальное заключение счетной Конечно, не могут. Конечно, Нету- не могут. Нет ни одного тына финансового нарушения. Но тем не менее нам не предъявляют, что я нанес ущерб государству на 8 миллионов сомов. Счетная палата для того и существует. абсурд получается. Конечно, конечно, бесспорно. Да, я абсолютно согласен, что если вопрос решался в присутствии полномочного представителя президента, значит, вероятно, этот вопрос изучался и был, так сказать, имел уже законную, так сказать, силу и не имел никаких реальных нарушений. Что касается госпожи Соляновой, значит, наверное, это прежде всего неэтично, конечно, и удивительно, прежде всего, что принимая вот этот вопрос, так сказать, в 2010 году, там, в каком-то, уже будучи генеральным прокурором, конечно, возбуждать уголовное дело, если это она, конечно, инициировала, то, наверное, это не совсем понятно, как минимум. Может ли наступить время, когда она, как бывший генпрокурор, будет отвечать за эти свои действия? Срок, наверное, впредь, наверное, не будет сходить. Если парламент принимает постановление относительно того или иного мероприятия, где есть бюджетные расходования, если правительство не рассмотрит эти расходы
в законе о республиканском бюджете это постановление остается неисполненным, правильно? Да? Да. Таких постановлений у нас очень много. Относительно финансирования каких-то социальных объектов, каких-то мероприятий, создания каких-то дополнительных штатов единиц и так далее. Да? Если правительство скажет, что нету денег, не может сделать или незаконно, тогда таких постановлений у нас сотни, которые не исполняются. Вы подтверждаете это? Да. В данном случае Джордж Кенеш принял постановление, она была принята 29 декабря, а бюджет был сформирован и окончательно в третьем чтении было принято в 2011 году 30 марта. А мы принимали постановление в 2010 году 29 декабря. То есть процесса рассмотрения бюджета в первом, втором, третьем чтении Это учитывалось. учитывалось, и плюс учитывалось о том, что при рассмотрении проекта бюджета на заседании правительства. Правительство тоже коллегиальное, правильно? Конечно. Это все учитывалось, не было возражений, не было никаких нареканий о законности, незаконности. Вы же помните, не было же или было? Нет, я помню, конечно. Дело в том, что я был членом бюджетного комитета в тот период времени, поэтому, конечно, я это все помню, и то есть я непосредственно участвовал, так сказать, в обсуждении и в подготовке документов, которые, так сказать, вот, в том числе для принятия бюджета за 2010 год, за 2010-2011 год. И все, конечно, это все было у правительства, они все это видели, и везде потом мы обсуждали все эти вопросы, и там в том числе и сидели затраты на содержание, в том числе и спецпредставительства. Если помните, вы как член бюджетного комитета, когда проект бюджета обсуждается, рассматривают все комитеты, после этого рассматривает бюджетный комитет, правильно, да? Да. Бюджетным комитетом выслушивается мнение, даже вплоть до мнения каждого члена правительства. Правильно? Да. Пример сам докладывает. Вот как вы считаете, бюджет был принят 30 марта, до этого ни одного возражения относительно этого финансирования спецпредставительства отдельной строкой не поступало. Ни со стороны ни одной министерства, ведомства и самой правительства. Бюджет потом был подписан. И в апреле, 20 какого-то апреля, МИД пишет письма в прокуратуру или Джордж Кенеш о том, что это необходимо было, что правительство там, аккредитация, там это незаконно и так далее, и так далее. Это после принятия решения правительством Джордж Кенешем и после подписания президентом закона. Как вы считаете, это тоже абсурд получается, да? Ну, еще раз хочу сказать, что у нас много вещей, которые, так сказать, вызывают удивление, которые можно назвать абсурдными, наверное, в том числе и это, потому что Министерство иностранных дел тоже ведь входит в правительство. И, наверное, при рассмотрении бюджета, значит, в котором рассматриваются вопросы содержания дипломатических представительств, и в том числе, так сказать, это стоял вопрос об утверждении бюджета спецпредставительства, наверное, МИД бы мог сказать: вы почему это делаете, давайте мы лучше эти средства там направим, там, скажем, там куда-то. И если потом у них возникли какие-то вопросы, значит, они что-то не доработали. Если они видят в этом что-то там незаконно, надо было об этом говорить, надо было это предъявлять там непосредственно. Но после того, как было принято и Жигарку Кенешем, комитетами и правительством, потом, наверное, это абсурд, конечно. Спасибо. Сейчас, если Джордж Кенеш поступит, предложение со стороны избирателей или куда-то, что товарища полковника, следователя сегодня же уволят с работы, я обязан отдавать, вот это законно, незаконно, я обязан отдавать. Да, совершенно верно. Если он не понимает, Я сказал примерно то же самое. Нравится ему или не нравится это, то, что он увидел, прочитал. Дело в том, что есть такое понятие, как толкование.
да, вот он, может быть, как спикер толкует это, так сказать, по-своему. Имеет право. Да, но не выставить на обсуждение палаты он не имеет права в любом случае. Значит, но я вам скажу, как вот мое мнение, как толкователя в данном случае этого, я и прежде всего, конечно, прежде чем идти сюда, я еще раз посмотрел и регламент, и Конституцию. Я не увидел там ничего такого, что противоречило бы тому, что произошло на самом деле. Где там в регламенте норма, которая запрещает это? Значит, вы имеете в виду, что не было комитетов там, либо там еще, а что, не понимаю, я тогда суть вопроса. Я вам сейчас такой вопрос задал, а речь идет о статье 260 регламента. Это старый регламент. Ну, что вы Он действовал на тот момент. Какая он противоречит Конституции, тогда Конституция действовала. Пожалуйста, представьте тогда судебный акт, что он противоречит Конституции. Пожалуйста. Не противоречит. Вот поэтому он поставил. Не противоречит. Если противоречил бы, он не поставил бы. Ну, еще раз я хочу сказать, я сейчас боюсь там в это юридическая казуистика, там лезть туда, я не такой специалист, я не юрист, поэтому мне сложно там говорить, но то, из чего мы всегда исходили при принятии там либо законов, либо постановлений, это прежде всего коллегиальность. У нас достаточное количество юристов в парламенте, которые бы, наверное, вы знаете, что-то не так, встает десяток специалистов, бывших прокуроров, судей, юристов, адвокатов и так далее, которые кричат, это неправильно, потому что это противоречит. В данном случае этого просто не было, поверьте мне. То есть, если бы это было, чтобы кто-то указал, например, мне, если я в этом там, не во всех вопросах разбираюсь юридически, наверное, вот возможность толкования бывает разная, то есть в силу практики какой-то. Ну, к сожалению или к счастью, не знаю, значит, вот не было никаких высказано противоречий или там, да, того, что вот это незаконно. Это я вам точно говорю. Игорь Константинович, вот у меня на руках Конституция Кыргызской Республики, принятая в 2010 году. Вот здесь статья 70. Жогорку Кеңеш, парламент Кыргызской Республики является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своего полномочий. Второй пункт. Жогорку Кеңеш состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет по пропорциональной системе. По старому регламенту Нет. состав парламента было 90 и избирался по одномандатному округу. Да. Правильно? Да. Как вы считаете, если в Конституции сама основа составления Жогорку Кеңеша изменился в корне, могут ли работать старые регламенты? Нет, не может, потому что мы до сих пор по сей день зачастую приводим в соответствие некоторые законодательные акты вот новой Конституции, потому что они противоречат там, новой Конституции. И Поэтому в этой же это... Конституции про прокуратуру пишется, что единственным органом надзора над законом является прокуратура. Да? Правильно, да? Да, да. Если прокуратура сегодня Конституцию не принимает, как вы считаете это? Как можно понять, мы в каком обществе живем? Ну, я бы хотел оставить это без ответа, потому что мне трудно тут отвечать. Бірақ айыптаушылардан сізден өтініш. Айыптаушылар мысалы мыйзам бойынша тура келбегенде атайлап беріп жатышат да. Шуны тоқтатса. Мыйзамды прокуратура бұл надзорный орган мыйзамда. Мыйзамда қандай жасалса, ошо негизинде иштесин деген менин өтүнүчүм бар да. Себеп дегенде мыйзамды атайлап бурмалап башка жактан киргизгенде жүп адам эле жини келет. Эптеп айыптоо, эптеп эле сөз деп айта бергенде токтотсо деген менин өтүнүчүм бар да. 10-жылы 29 декабрдан бизге токтом таратылган Жогорку Кеңештен. Бүт барыбыз депутаттар болгонубуз алганбыз бул токтомду. Анан кийин
Берде маселе мында турган, жанагы ввести должность специального представителя по вопросам координации деятельности полномочий представителя Жогорку Кеңеш деп. Ошол токтом боюнча парламентке коюп, ачык добуш берип, биз голосование кылып, в том числе мен да голосум бергем. Эч ким эч жактан бизди күчкө салган жок, кыйналган салган жок. Бул представитель керек деди биздин мамлекетке. Представитель Москвада болот деп биз өзүбүздүн добушубузду бердик. Siz za doğuş bölgesi mi? За, да, бергем. 70 или 89 депутат добуш берген. Бул легитимный добуш. Поэтому Жогорку Кеңеш принимает же решение. Один Килдибеков же не принимает решение. Akça meselesini deputatlar çeçelmez de kuralım. Biz çeçe albayız. Hükümet akça bağır, bol açı vergile degende kadar. Биз акчага киришпейбиз да депутаттар. Беришин Ошондо беришпиз. өкмөттүн өкүлү жанагындай дагы тактабайт. Эс өкмөттүн өкүлү айтса болот, ачпай эле койгонго бул болсо акча бөлүнбөйт, акча азыр жок десе, анда башка сөз болот болчу. Siz андай уккан жок. Жок, жок. Эгерде өкмөттүн өкүлү ошондо ушинтип айтканда сиз кандай добуш берет элеңиз? Ойнонот болчу, сиз акча жок болсо ачып эмне кылабыз депчи. Ачпаш керек, акча жок болгондон кийин бюджетти караш керек деп болчубуз. Вам напомнили, что вот это постановление было внесено депутатом Талантом Мамытовым. Как, по вашему мнению, имеет ли значение, кто подготовил проект постановления, кем внесено? Ну, Талантом Мамытовым, или Осмоновым, или Исаевой, или Жолдошевой, это какое-то имеет значение? Не, ну депутат же имеет право вносить. свои Любой же предложения. депутат, конечно, да, имеет конечно, право? имеет право. Вот. И часть вопросов вам не задали, потом впоследствии приняли постановление, если вы помните, о признании утратившим силу вот этого постановления об образовании. Да, при спикере Джеймбекове признали постановление утратившим Означает ли силу. это, что вот это спецпредставительство было создано незаконно? Ну, как может незакон создаться, если мы проголосовали Я в парламенте? вопрос только да? задаю. Если мы Это не проголосовали... означает, Да. что представительство незаконное было. Постановление когда дается на утрату силы? Когда постановление выполнило свою миссию, Да, закончило отпала работу, в нем да. необходимость. Да? Да, отпало, когда Вот мне тогда необходимо. дается на утрату силы. Утратить Сам Жогорку силу. Кеңеш мог признать вот это вот постановление незаконным, Не мог. нецелесообразным и так далее. Вообще нормативно-правовой акт, подзаконный акт признается незаконным судом же. Конечно. Да. Конечно, только судом. Знаешь, это у нас екі созықта депутат болдыңыз. Ол маған қойылып жатқан күнәлердің ішінде бар да, 8 миллион мемлекеттен тура емес қаржыланды деп. Айтсаңыз, мына есептеу палатасы официальный заключение шығарды. Ешқандай бір тиындықтағы финансовый нарушение жоқ деп. Сіздер 2011 жылдың бюджеттің атқарылышы бойынша мыйзамды қабыл алдыңыздар. Мыйзам ретінде аға президент қол қойды, ал жерде жоқ. Бұл жерге келген күнәлар есептеу палатасының актісі бойынша бір дағы тыйым сметадан шыққан жоқ, сметаның негізінде финансовый нарушение болған жоқ дейді. Қандай да ойлайсыз? Бұл төраға, же бүгінгі, же кешегі төраға, же баяғы сіз бұрынғы парламентте дағы депутат болғансыз. Төраға ал тыйымды распределять еткенге мындай емес жоқ деп тұр. Жоқ, конечно. Анан екіншіден жаңа айтып кеттіңіз, егерде 5 депутат, 6 депутат голосовать етіп қол қойып Өтпейді қойса, бұл болчу, да. злоупотребление. Тура. Жоқ, өтпейді болчу. Бірақ екіншіден төраға бір доғышқа еді депутат қатары. Тура. Анан өтпеген мәселеге тоқтам болауы, жана башқа болауы төраға қол қойған құқығы жоқ. Тура. Құқығы жоқ, конечно. Біз 2010 жылы референдум болды Қырғыз мемлекетінде, тура. Революциядан кейін. Референдумда жаңа конституция қабылданды. Жаңа eski регламент бойынша 90 депутат болуш керек. Азыр 120 болды. Жаңа конституция бойынша 120. Эмне үчүн 120 депутат менен анда біз
90 депутаттың регламентімен іштешіміз керек. Бұл законды ма, закон емес пе? Мына сұрау. Ешқандай мыйзамға тура келмейді. Тура ма? Негізгі мыйзам бұл, основной мыйзам бұл конституция есептеледі. Конституцияда, егер де конституцияға башқа мыйзамдар қарама-қарсы келсе, конституция түзден-түз действие соғады. Тура? Тура. Есіңізде болса, Құрманбек Ергешевич сессияның басталышында тоқтам кіргізген. Ал тоқтамды жаңы конституцияның қауланғанына байланышты. Бұрын 90 депутат болса, азыр 120 депутат. Партийный принцип, список бойынша. Бұрын мандай болған емес, анда мандатный болған. Ошол негізінде регламент өзгөрүп киргиче конституция каршы келген бардыгы иштебейт. Жаңы конституция боюнча Динара Чертаевна билсеңиз керек, президенттин полномочиясына караганда, өкмөттүн полномочиясына караганда 8 статья конституцияда жогорку кеңешке больше полномочия. Конституцияда жазылып турат. Жогорку кеңеш высший орган, самый высший. Сиз бүгін, сізге мына урматтуу сот, урматтуу күбө, сізге суроо берип атат. Регламентте мындай жазылып калыптыр. Эмне үчүн андай иштеш керек? Конституция боюнча. Анан экинчиси, эсиңизде болсо, биз ошол күнү 22 декабрдан баштап 19 декабрдан 22-синде и 29-да биз 7-8 токтом кабыл алганбыз. Комитеттер түзүлгөнү менен, курамы түзүлгөнү менен, положениясы болгон эмес. Biz бюджеттик сферанын иштегендердин айлыгын көтөргөнбүз. Суроо берсеңиз. Ошону айтып, просто мен эстетип атам да, жогорку кеңештин аппаратын түзгөнбүз. Ар бир депутаттын консультант помощнигин түзгөнбүз. Жок, мен болсо Ахматка Ошого Килдибекович. бир дагы иш козгобойт, бүгүн козгоп Ахматка Килдибекович. Миллиард деген акча кеткен. Мен мунун баарын түшүнүп атам. Просто тергөөчү суроо бергенден кийин 10 жылы мындай регламент менен 11 жылы башка регламент болгон үчүн мен жооп берип атам. Атам калганы болсо мындай болот атат. Жаңы токтом менен биздин депутат Осмонов киргизгени менен башка регламент негизи 11 жылы түзүлгөнү ошону сиз суратпайсызбы? 90 депутат болсо по старым регламенту болуп, по-новому у нас получается 120 депутат. Анан кийин сиз регламент боюнча айтканда, регламент должен придерживаться спикер, хоть депутат бүт баарын анын бери жооп берип атам. А кандай на самом деле болгонун баарын вот сиз азыр айтып бердиңиз. И вот скажите, пожалуйста, еще раз для суда, мог ли Ахматбек Килдибекович, хоть и наделенный полномочиями как спикер парламента, он путем открытия спецпредставительства причинить ущерб государству? Ну давайте на вас вопрос. Я думаю, не мог. Не мог причинить ущерб государству. Спасибо.